уважаемые утренние, ранние телезрители. В эфире программа «Новый день». Катерина Винокурова, Иван Луцкан работают в студии. Да, доброе утро. Сегодня мы продолжаем наш эфир. 21 января, это вторник. Сегодня профессиональный праздник отмечают инженерные войска России. Также сегодня праздник для всех студентов, молодых ученых и специалистов нашей страны. Это День аспиранта. Осязание – это первое, что чувствует человек, появляясь на свет. Прикосновение мамы. И действительно, именно с объятий начинается жизнь человека. Ведь первое, что делает мама после появления своего чада на свет, конечно же, обнимает его. И мы предлагаем вам начать утро сегодня с объятий, ведь 21 января ежегодно празднуется один из самых теплых праздников – Международный день объятий. Хороший праздник, потому что он позволяет быть ближе друг к другу и прочувствовать тепло сердец каждого из нас. И, кстати, польза объятий, она уже была доказана и врачами, и учеными в этой сфере, и говорит о том, что это повышает уровень эндорфина в ваш организм, и вы становитесь более счастливыми и, соответственно, более радостно воспринимаете все события в своей жизни. Ну, счастье, оно разное. Для кого-то и счастье – это потепление на улице. Будет ли оно сегодня в республике, узнаем из прогноза погоды. Итак, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 32, минус 38 утром. Днем ожидается до минус 31-39 градусов. В Заречных минус 30, минус 40 утром, днем минус 28, минус 39. А в Южных Улусах минус 24, минус 30 утром, днем минус 22, минус 23. В Вилюйских минус 21, минус 31 утром, днем минус 21, минус 25 градусов. В Нижнеленских минус 33 утром, днем минус 30, минус 31 градус. В Западных минус 20, минус 28 градусов, днем минус 19, минус 24. В Колымаги-Дигирских минус 28, минус 37 утром, днем ожидается до минус 27, минус 37. В Янских минус 28, минус 35 утром, днем до минус 31-35 градусов. На северо-западе минус 29, минус 38 утром, днем ожидается минус 28, минус 37. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 38 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер южный 1,3 метра в секунду, днем в городе Якутске минус 33, минус 35 градусов. Спасибо, Катя. Мы продолжаем наш эфир. Хочется напомнить, что у нас есть и телефон в студии для ваших WhatsApp-сообщений. Это 8 914 279 22 62. Вы туда можете отправлять свои поздравления, возможно, какие-то новости о происходящем в ваших районах или в городе Якутске, которые вы хотите поделиться непосредственно с телезрителями. Ну а сейчас мы продолжим наш эфир с прямого включения. Сегодня Якутскому технологическому технику сервиса имени Готовцева присвоен статус федеральной инновационной площадки. Что это означает и каковы цели создания федеральных площадок? На эти и другие вопросы мы узнаем ответы из первых уст уже через несколько минут. С нами на прямой связи с техникума сервиса наша коллега Наталья Колесова. Наталья, доброе утро. Привет, привет. Good morning. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые телезрители, доброе утро, республика. Мы сейчас находимся не в гостинице, а в учебно-производственном комплексе Якутского технологического техникума сервиса, которому вот недавно присвоен новый статус федеральной инновационной площадки. И сейчас рядом со мной директор техникума сервиса Ольга Александровна. Доброе утро, Ольга Александровна, поздравляю вас с новым статусом, желаем творческих успехов. Доброе утро. Наш
Якутский технологический техникум сервиса является инновационным профессионально-образовательным учреждением Республики Саха-Якутия. И надо сказать, что этот статус присвоен нам уже второй раз. Первый раз статус федеральной инновационной площадки мы получили в 2014 году, 3 года до 2017 года мы были федеральной инновационной площадкой по внедрению элементов дуального обучения в образовательный процесс. В декабре 2019 года нам присвоили статус федеральной инновационной площадки по проекту «Многофункциональный центр прикладных квалификаций» как инновационная система подготовки квалифицированных кадров в новых социально-экономических условиях нашей республики. Инновационность и новизна данного проекта состоит в первую очередь в перестройке нашего образовательного учреждения, внедрении инновационно-коммуникационных технологий, цифровой среды в наше образовательное учреждение, развитие и укрепление сетевого взаимодействия с профессионально-образовательными учреждениями нашей системы, со среднеобразовательными школами города, а также с предприятиями-работодателями, которые являются основным фундаментом нашего образовательного учреждения, для кого мы готовим кадры. Как уже сказали, в настоящее время мы хотим представить вам учебно-производственный комплекс, в котором у нас располагается учебно-производственная гостиница, учебная парикмахерская, учебный ресторан, учебный бар и учебная столовая. Добро пожаловать. Давайте Слово, экскурсия. да, слово мы предоставляем Горопаеву Анатолию Ивановичу. Доброе утро. Наша гостиница, наша учебно-производственная гостиница начинается с самого главного, с самой главной службы приема и размещения. Это та именно служба, где наши гости сталкиваются больше всего с нашими студентами, с нашими работниками. На данной площадке у нас ребята осваивают различные автоматизированные системы, такие как Fidelio, Opera или Edelweiss, те, что стоят в современных отелях города Якутска. Наши ребята владеют несколькими языками и изучают на базе нашего техникума, такие как английский, русский, якутский и с этого года у нас есть нововведение, это китайский язык. Наши ребята владеют различными видами по мировым стандартам. Также в нашей гостинице номерной фонд, мы сейчас в нем находимся. Я хотел бы вам показать все, что у нас имеется. Это одноместное, двухместное размещение, это стандартное размещение в нашей гостинице. Здесь ребята отрабатывают навыки по клининговым работам, по уборке номерного фонда, как нужно работать с гостями, после чего они могут приступать уже к работе на производстве. Значит, они приходят уже имея свой определенный багаж знаний. То есть они уже обслуживают посетителей, получается, да, же, да, они уже работают с гостями напрямую. У нас есть также все сопутствующие комнаты, в данном случае бельевая комната, где у нас хранится все, мягкий инвентарь весь, комната персонала, где сейчас происходит комплектация, оборудование, вот как раз студент готовится для работы в номерном фонде. Весь наш номерной фонд расположен, и, как я уже говорил, на первом этаже разных категорий. Так, далее мы проходим парикмахерской, да? Да, сейчас мы проходим Ребята в учебную занимаются. парикмахерскую, и вам представить ее Дмитриева Рима Иннокентьевна. Рима Иннокентьевна, доброе утро. Здравствуйте. Уже вовсю занимаются ребята, как видно, да? Профессия парикмахера очень востребована в индустрии красоты, и специальность технология парикмахерского искусства входит в топ-50 востребованных и перспективных профессий СПО, где учтены и профессиональные, и международные стандарты. И вот мы здесь мини-площадка для участников, подготовки участников чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам ВСР. Так, мы дальше проходим. Там у вас, я как видела,
салон «Универсал» был по Да, национальному мы сейчас проекту «Демография», да? Уже салон парикмахерскую, где практику проходит не только по основным профессионально-образовательным стандартам, но также в основном здесь проходит обучение большое количество граждан по курсовой подготовке. Программы производственного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Вот сейчас мы находимся в салоне парикмахерской. Пожалуйста, Римма Иннокентьевна продолжает рассказывать. Мы здесь проводим краткосрочные курсы для желающих граждан по разным по профессиональным модулям. И с лета 2019 года начали обучение лиц предпенсионного возраста по национальному проекту «Демография». Очень интересно. Да. Профессия очень востребована. Мгм. Так, сейчас мы проходим... Значит, сейчас мы направляемся с вами в учебную столовую, в учебный ресторан и бар, но по пути мы заглянем еще в один номерной фонд, так как мы сказали, что у нас различные категории, так как и в гостиницах различные категории. Вот у нас, например, здесь номер люкс, да, где уже и требования к обслуживанию несколько другие. Так, итак, идем дальше. Да, это действительно, значит, здесь нам очень удобно и комфортно заниматься студентам и педагогам, потому что весь комплекс образовательных услуг, он представлен в одном месте. В одном месте, да. Кроме того, здесь есть уникальная возможность обучать как раз представителей работодателей и проводить мастер-классы. Вот сейчас мы направляемся в учебную столовую, где у нас практически идут непрерывные мастер-классы. Доброе утро, девочки. Доброе утро. Непрерывные мастер-классы. Эти мастер-классы совершенно разной направленности. Они у нас и для наших педагогов, и для наших студентов. Мастер-классы у нас для незанятого населения проходят, как для поваров, так и для рестораторов. Итак, Затупцева Зоя Ивановна, старший мастер учебно-производственной столовой. Наша столовая является инновационным проектом, задействован с 2016 года. Проект заключается в том, что особенностью является в том, что нет штатной категории под руководством старшего мастера. Студенты выполняют весь технологический процесс. На базе учебной столовой мы обучаем по практической части. То есть учебную, производственную практику проходят у нас наши студенты. Проводим различные мастер-классы различного уровня. Мы работаем также нерабочим персоналом, да, населением. То есть это проведение краткосрочных курсов, работа с предпенсионным возрастом. Также проводим профориентационную работу с городом, то есть школами нашего города. Это профессиональные пробы. Обучаются они 9 месяцев и в конце получают удостоверение 3-го разряда. То есть студенты вот здесь практикуются, здесь обслуживают именно студентов, они сами готовят, да? Да, то есть по меню, по ежедневному меню мы работаем, то есть студенты выполняют работу, то есть до получения сырья продовольственного, до реализации. Ну, давайте сейчас туда пройдем, да, вот у вас, как я вижу, новое направление получается, да? Ну, это не совсем новое направление, но тем не менее ресторанный сервис – это такое направление, которое постоянно развивается. И к развитию ресторанного сервиса предъявляются очень высокие требования от наших работодателей. Поэтому здесь мы постоянно в поиске, здесь мы постоянно занимаемся, значит, совершенствованием этого направления и ищем новые технологии. Ну вот, например, здесь можно, вот я приглашаю Алену Слободчакову сюда же, и Оля расскажет нам о приготовлении коктейлей. Очень-очень быстренько можете рассказать. В нашем техникуме мы готовим классические коктейли и фантазийные коктейли, которые мы сами разрабатываем. К примеру, этот коктейль называется «Снегирь». Он очень простой. В него входит спрайт, гренадин и коктейльная вишня. Вы можете попробовать. Хорошо.
И последнее слово вам дается. Наверное, вы как пригласить? Да, значит, мы сегодня посмотрели с вами только малую толику тех учебных лабораторий и мастерских, которые есть в нашем учебном заведении. Мы будем очень рады и приглашаем вас уже на другую нашу территорию. Это для знакомства со специализированным центром компетенции национального уровня, национального статуса. Этот статус нам также был присвоен в 2019 году, в декабре месяце. Мы очень горды этим, но перед нами предстоит огромная работа для того, чтобы соответствовать этому уровню. Приглашаем вас в наш техникум еще раз. Будем рады этой встрече. Ольга Александровна, вам еще раз спасибо, и что приняли нас сегодня вот такое доброе утро в гости, скажем так. И сейчас я передаю слово своим коллегам Катюше и Ивану. Спасибо, Спасибо большое, да. Спасибо, за- Наташа. Интересная экскурсия. Действительно, прям аж захотелось туда. Вот я оказаться. уверен, что они сейчас уже дегустируют все эти коктейли. Ну, конечно. И, Почему и бы и прочее, нет? то, что там студенты сварились, приготовили. И думаю, там будет все вкусно. Ну, как мы уже сегодня говорили, прекрасный душевный праздник, День объятий празднуют 21 января. Сегодня, в этот день, люди обнимаются даже просто с незнакомцами. Считается, что объятия дарят душевное тепло и заряжают позитивной энергией, а еще полезны для здоровья. Обниматься любят все, и дети, и взрослые, даже животные. Это не только очень добрый, но весьма полезный для здоровья праздник. Ведь, как установили врачи, объятия, причем не только с человеком, но также с животным или просто с игрушкой, нормализует артериальное давление, улучшает самочувствие, предупреждает сердечные заболевания, так как прикосновение к другому человеку снижает стресс, помогает в борьбе с фобиями, влияет на интеллект. Ребенка необходимо обнимать не менее 7 раз в день. Даже взрослому человеку необходимо минимум 4 объятия в день, причем чем он старше, тем больше обнимашек ему предписано для нормализации душевного и физического самочувствия. А психологи считают, что люди, которые стремятся заключить вас в объятия, хотят испытать чувство безопасности, комфорта и любви. А объятия сопровождают нас на протяжении всей жизни. Мы обнимаем друзей, родных при встрече, после разлуки, обнимаем друг друга, чтобы выразить свою радость и благодарность. Приятно то, что празднование 21 января не потребует никаких материальных затрат. Вам стоит лишь щедро наградить своим теплом всех, кого посчитаете нужным. Но не забывайте, что обнимать родных и близких можно в любой день, напоминая им о своей любви, делясь теплом и заботой, тем самым продлевая друг другу жизнь. Но вот мне интересно, если бы вот сейчас вот пойти на улицу, да, и начать обниматься, ну, с первым встречным, как вот они отреагируют? Надо как-то социальный эксперимент провести сегодня. Вот, кстати, сегодня у коллег из нашего якутского блока будет такой эксперимент, поэтому можете проследить, оставайтесь на нашем канале, и о результатах вы узнаете. Все-таки, мне кажется, люди в последнее время становятся только теплее и открытие. Да? Ну ладно, я воздержусь от комментария, мы продолжаем наш эфир. Ну, не знаю, лично я бы обняла Пообнимала, человека, да? да. Иван Петрович, с чего начинается твое утро? Мое утро начинается с того, что я будильник слышу. Вот он начинает звонить, ну а далее Где-то уже там, да? все процедуры, связанные там с принятием туалета, там, завтрак и сбор на работу. Но он начинается рано, в 4:30 утра я уже просыпаюсь, чтобы вот здесь с утра оказаться как-то более-менее выглядев ничего. Неудивительно, что у меня утро тоже начинается в 4:30, точнее подъем. Ну, здорово, что у каждого из нас есть свои утренние ритуалы, которые настраивают нас на хороший день. Думаю, какими они будут, большое влияние оказывает наша профессия. С чего начинается утро у других врачей, узнаем в следующем материале. Чашка крепкого чая, истории пациентов, составление планов на день. Сегодня утро у Татьяны Геннадьевны начинается в детской инфекционке, где она несколько раз в неделю консультирует. В периоды эпидемической активности в ее помощи здесь особенно нуждаются и врачи, и пациенты. Перед тем, как идти на работу, я прогуливаюсь с собакой. Потом приезжаю на работу. Ну вот, когда у меня занятия с группой здесь, со студентами в больнице, то, естественно, я приезжаю рано. Если же группы нет, ну таких дней не очень много в году,
перерывы между группами, то сюда я приезжаю на консультацию. Татьяна Дмитриева трудится в стенах детской инфекционки уже 30 лет. Кроме этого, учит студентов. Чтобы стать настоящим врачом, недостаточно на зубок выучить теорию. Как говорит наша героиня, врач учится у постели пациента. Меня воспитали в семье так, что я никем другим быть не могу. Я выросла с мыслью, что я буду врачом. А инфекционные болезни, я думаю, это связано с тем, что когда у нас была интернатура, я в этой больнице проходила цикл, но врачей не хватало, и меня попросили, чтобы оставили подольше. Почувствовала здесь такой драйв. Все очень быстро. Это больница скорой помощи. Приезжают больные, всегда тяжелые, всегда экстренные. И вокруг них бегаешь, крутишься, всю ночь с ними вошкаешься, а на утро ты видишь результат своих трудов. Ребеночек прям вот расцветает на глазах. Что касается инфекционных заболеваний, всегда лучше предупредить. Иначе говоря, профилактика – наше все. Мыть руки с мылом, не контактировать с больными и помните, что даже кишечные инфекции могут передаваться воздушно-капельным путем. Если у кого-то в семье жидкий стул, оденьте маску. Потому что вы можете начихать на своего ребенка и заразить его таким образом. Вспышка подъема заболеваемости корью показала нам, как важно вакцинировать. Каждый должен заботиться о своей безопасности сам. Вас никто не убережет, если встретитесь с больным корью, и вы не вакцинированы и не болели. Корь имеет 100% заразность. Берегите свое здоровье – это единственное, что не купишь за деньги. Мария Павлова, Семен Афанасьев. Новый день. Якутск. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Сообщение пришло на наш WhatsApp номер. С новым днем сегодня. С днем рождения поздравляют любимую сестру из Кобяйского улуса Левину Марину Николаевну. Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи во всем. С наилучшими пожеланиями сестры и братья из Татинского улуса. Обнимаем и целуем. Вот видите, уже люди прочувствовали, что сегодня день объятий, и уже обнимают. Это хорошо, обнимайтесь чаще, и все у вас будет хорошо. Кстати, может быть, даже и в финансовой сфере. Вот обнимитесь с человеком, он к вам прочувствует, может, взаим даст. А вообще по финансовой грамотности мы можем поговорить более подробно с гостем нашей студии. Это Сергей Сафронов, он эксперт Центра финансовой грамотности Союза торгово-промышленная палата Республики Саха-Якутия. Также он является экспертом проекта по повышению финансовой грамотности Минфина России. Сергей часто гость нашей студии, и сегодня мы поговорим об индивидуальных инвестиционных счетах. Сейчас в России количество уже открытых таких индивидуальных инвестиционных счетов приближается к 2 миллионам, то есть это достаточно такой интересный продукт инвестирования средств. И сразу же возникает вопрос, почему он приобрел такую популярность и что он из себя вообще представляет, этот счет? Доброе утро. Ну, действительно, вот в этом году произошел прямо взрывной рост. Частные инвесторы начали открывать массовые индивидуальные инвестиционные счета. Сама программа, она запущена с 2015 года, и она предоставляет налоговые льготы при инвестировании на фондовом рынке. Популярность, я думаю, именно в этом году связана с тем, что ставки по депозитам упали, и люди стали искать более доходные инструменты и обратили, наконец, внимание на такую прекрасную возможность. Это действительно очень уникальная возможность получить дополнительную доходность. В чем суть ее? Вы можете использовать индивидуальный инвестиционный счет в двух вариантах. В первом варианте вы можете возвратить НДФЛ в размере 13% от внесенной суммы. То есть это аналогично примерно, как вы можете возвратить налоговые вычеты на лечение, на обучение детей. И, к примеру, если вы в прошлом году внесли 100 тысяч рублей на инвестиционный счет, то в этом году можете дополнительно получить 13 тысяч рублей к тому доходу, который принесут вам эти 100 тысяч рублей за счет инвестирования. Второй вариант – это для тех, у кого нет НДФЛ, это в основном ИП, студенты, может быть, да. Это тогда, когда весь доход, который у вас образуется на этом индивидуальном инвестиционном счете, он не подлежит налогообложению. Есть, естественно, определенные условия. Да? Первое условие – это то, что счет должен быть открыт минимум
3 года. В принципе, я считаю, что это правильно. Сама программа, она как раз предназначена для того, чтобы стимулировать долгосрочные накопления, для того, чтобы люди могли планировать свое финансовое будущее, откладывать деньги там, на какие-то свои долгосрочные цели. И второе условие – это то, что на индивидуальный инвестиционный счет можно вносить не более 1 миллиона рублей в год. То есть эта программа предназначена как раз для вот обычных людей. Со вторым условием также связано то, что налоговый вычет можно получить в размере не более 52 тысяч рублей. Это 13% от 400 тысяч. То есть, получается, по первому варианту вам выгоднее внести там 400 тысяч рублей и получить 52 тысячи рублей от государства и дальше их проинвестировать. А по второму варианту вы можете до 1 миллиона рублей вносить. И, соответственно, второй вариант становится выгоднее первого в том случае, если у вас доход получается более чем 400 тысяч рублей в год. А на сегодняшний день сколько индивидуальных счетов открыто в нашей республике? Вот по данным Национального банка в нашей республике открыто уже более 10 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов. Мы занимаем 3-е место по Дальневосточному округу, после Приморского края, после Хабаровского края. В общем объеме, может быть, это не так много, но люди уже действительно вот по нашему опыту активно пользуются этим инструментом. Ну, каким образом открывается этот счет в банках или в каких-нибудь страховых, я не знаю, компаниях, которые позволяют проводить такие банковские операции? На самом деле, да, все просто. Вы должны открыть брокерский счет в любом банке или в любой компании, которая имеет брокерскую лицензию. Соответственно, это может быть там Сбербанк, это может быть ВТБ, это может быть наш Алмаз-Эргенбанк, какие-то другие инвестиционные компании. Далее вам предоставляется доступ в личный кабинет. Это такой же, как в банках, да, где вы можете, через который вы можете пополнять, выводить деньги. Да, и в случае необходимости вы тоже можете установить себе торговую платформу для того, чтобы прямо на бирже покупать различные инструменты. Вот какие инструменты могут быть? То есть акции компаний, допустим, или что именно? Или на курсе валют, допустим? Ну, инструменты самые разные. Вот здесь важно понимать, да, что прежде чем приступить вообще вот к инвестированию, вы должны получить вот какой-то вот минимальный объем знаний, да, изучить, какие действительно есть инструменты, как они работают, составить себе какие-то цели, да, потому что инвестиционный счет может быть открыт и не на 3 года, на 4, на 5, на 10 лет. Это вообще очень удобный инструмент именно для долгосрочного финансового планирования. И далее уже подобрать для себя именно те инструменты, которые вам подойдут. Если у вас, например, это долгосрочные планы, да, то больше вы можете вкладывать какие-то рискованные инструменты, такие, к примеру, как акции. Да. Если у вас, скажем, цели более краткосрочные, 3-летние, к примеру, да, то у населения больше популярные, и я считаю это правильно, более консервативные, это, к примеру, облигации федерального займа, по которым отвечает государство, да, и по которым вы имеете гарантированную доходность, немножко выше, наверное, чем на депозитах. Вообще информации достаточно много и на сайтах Банка России, и на сайтах Минфина. Вы можете проконсультироваться у финансовых советников для того, чтобы он вам помог составить именно тот портфель, который подойдет лично вам для ваших личных целей. А риски вот какие-то есть? Можно ли потерять все? Или все зависит только от тебя? Ну, риски, конечно, есть, да. Но с одной стороны, да, у вас получается, если вы получаете вычет НДФЛ, уже фактически 13% гарантированно. Если вы хотите полностью избежать рисков, то можно вложиться в облигации федерального займа, о которых я сказал, да, и получить там доходность близкую к банковским депозитам. Все остальные инструменты, они несут немного более повышенный риск, но и доходность соответствующая. Спасибо большое, Сергей, что подошли к нам в студию. Надеюсь, будете радовать нас и дальше различными новостями за в полезную финансовой информацию. сфере. А сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу. За это время вы можете успеть отправить нам WhatsApp-сообщение 8 914 279 22 62 наш номер.
А мы продолжаем наш эфир, и вот успели вы отправить буквально за эту короткую рекламную паузу ваше WhatsApp-сообщение За на наш минуту, студийный. да? За минуту. Вот, да, действительно видно. Да, доброе утро, редакция «Новый день». Хорошего вам эфира нам желают. Да. Поздравляем всех с днем объятий. Всех обнял, подписался, да, абонент с последними 4 цифрами 7781. Хорошо, что есть кого обнимать. Хорошо, даже, да, даже нас через экраны можно обнять. Алексея Шамаева также поздравляют с днем рождения. Отличной учебы, здоровья. Мы тебя очень любим. Родители, дедушка и бабушка подписались. На этом пока все. Ну, вот такие вот интересные сообщения. Но ты вот когда сказала по поводу того, что как нас обнять через телевизор, я представляю, если зрители начнут обнимать вот телевизор. Это мне напомнит 90-е годы, когда Кашпировскому там баночки подносили, да? Вот представь себе, с нами так будет. Не, я такого не хочу. Кстати, интересно, а давай вот организуем такой своеобразный флешмоб. Пусть сегодня в течение дня телезрители отмечают наш аккаунт в Инстаграме «Утро НВК», отмечают нас, как они нас обнимают через экраны. Это касается и наших коллег, которые из якутского блока, Пелагея Брутахова и Алексей Лукин. И посмотрим, может быть, как-нибудь вознаградим. Нет, я обещаю, какой-нибудь приз я вот лично дам. Самому оригинальному, самому необычному фотографии, по крайней мере. Да, наш эфир буквально через несколько секунд продолжит выпуск новостей, а пока анонсируем, что к нам придут в студию достаточно интересные гости. Они расскажут о том фестивале, который стартовал еще в прошлом году. Это фестиваль «Лето», который символизирует собой различные творческий подход к формированию, в том числе и городской среды. Это и формирование муралов, это и проведение различных фестивалей на площадках наших муниципальных образований в республике. О том, как присоединиться к этому движению, о том, что нас ожидает в 2020 году, мы поговорим об этом с гостями. Ну а вы можете отправить уже заранее вопросы, которые вас интересуют в рамках этого мероприятия. Опять же, на нас студийный номер 8 914 279 22 Да, кстати, 62. одна из гостей по теме архитектурного хакатона, гости из Нидерландов, это архитектор, поэтому будет интересно. Оставайтесь с нами. Далее наш эфир продолжит коллеги из информационной службы. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Здравствуйте. Владимир Путин внес в Госдуму поправки об ограничении полномочий президента 2 сроками. Проект закона о поправке Конституции исключает возможность занимать должность главы государства более 2 сроков. Сейчас в Конституции прописано, что пост президента нельзя занимать более 2 сроков подряд. Для кандидатов на пост главы государства предлагается увеличить срок проживания на территории России до 25 лет. Сейчас 10 лет. Поправка запрещает им иметь когда-либо в гражданстве или вид на жительство в другой стране. Профессии, знания. В Кремле назвали наиболее вероятную дату для проведения всероссийского голосования о поправках в Конституцию – 12 апреля. Вторая рассматриваемая властями дата – 26 число того же месяца. Напомним, президент Владимир Путин предложил в частности закрепить приоритет Конституции перед международными договорами, а также доверить Госдуме утверждать главу правительства, вице-премьеров и министров. Формат. Также в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил ввести специальную доплату классным руководителям. В Госдуме готовы внести соответствующий законопроект. Напомним, глава государства предложил с 1 сентября доплачивать учителям за классное руководство. Ближе всего к ученикам их классные руководители. Такая постоянная каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей, это огромная ответственность, и она, конечно, требует особой подготовки наставников и их особой поддержки, пояснил Владимир Путин.
Ну а распределение бюджетных мест в вузах обсудят Совет Федерации совместно с регионами и профильными министерствами в первом квартале. По словам председателя комитета Совета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, сейчас в вузах 24 тысячи бюджетных мест, а в течение 4 лет их количество должно увеличиться до 99 тысяч. Причем важно, что в приоритетном порядке эти места будут отданы регионам. Им предстоит проанализировать, сколько мест и по каким специальностям не хватает, сказала она, добавив, что квоты должны закрывать самые востребованные направления. Поддержку государство окажет и народам Сибири и Дальнего Востока в изучении родных языков. Указания дал президент Владимир Путин по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям. Профильным министерствам предстоит проанализировать практику изучения языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в качестве родного языка и по итогам анализа подсчитать недостающее число педагогов. После чего обеспечить дополнительную подготовку преподавателей этих языков, а также литературы на родном языке. Ведомствам также предстоит подготовить дополнительные меры соцподдержки представителям упомянутых коренных малочисленных народов, учащимся в вузах. В Госдуме оценили сроки принятия закона о мат-капитале на первенца. По словам первого зампреда Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольги Окуневой, документ может быть принят в максимально короткие сроки. Я думаю, что законопроекты будут приняты в весеннюю сессию, потому что необходимо внесение изменений в законодательство, заявила Окунева. Она также добавила, что средства на материнский капитал предусмотрены в бюджете. Горячая линия по снюсу заработала в России. Специалисты Роспотребнадзора по 3 февраля проинформируют население о запрещенной некурительной никотиносодержащей продукции и рисках ее употребления. По результатам исследований указанная продукция соответствует одномоментному выкуриванию 30 сигарет. Отмечается, что специалисты ведомства будут вести консультации по будням с 9 до 17 по якутскому времени. Номер телефона горячей линии Управления Роспотребнадзора по Якутии 8 800 550 21 24. Звонок бесплатный. Спасибо, коллегам. Мы продолжаем наш эфир «Новая жизнь домов культуры». Так называется первый архитектурный хакатон, который стартовал вчера в столице нашей республики. Участники в течение нескольких дней будут бороться за поездку в Нидерланды. Сегодня в нашей студии архитектор из Нидерландов, как мы уже анонсировали, Дарья Наугольнова, и руководитель Центра компетенции по вопросам городской среды «Лето» Мария Скрябина. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Дарья, ну, как мы уже сказали, вы к нам прибыли из Нидерландов. Как так получилось, что вы оказались в нашей республике? Я приехала по приглашению Центра компетенций. Мы проводим архитектурный хакатон. Мы изучаем 2 темы. Мы делаем стратегию реновации Дома дружбы народов ТК имени Кулаковского. И вторая наша тема – это изучение системы дворцов культуры во всей республике. У вас уникальная ситуация, у вас около 500 дворцов культуры, то есть культурных зданий таким или иным способом. В принципе, на 1 миллион человек это самая мощная сеть вообще по всей России. И мы делаем ее анализ. Мы смотрим, какие из этих учреждений являются памятниками архитектуры, какие имеют историческую ценность. Мы будем анализировать, в каких населенных пунктах активные жители, то есть люди, которые действительно заинтересованы в каком-то движении. И мы будем как бы вместе со специалистами, вместе с экспертами анализировать, какие части республики нуждаются в какой поддержке. То есть где-то нужно развитие туризма, где-то нужно развитие образования, где-то нужно развитие социальных связей. Вот все это мы внесем в веб-сайт. И в случае, если в республике появятся средства на реновацию или строительство новых культурных учреждений, там уже будет ясно и понятно, какие в первую очередь потенциально интересны. А вот кто принимает участие в этом хакатоне? Это профессионалы или просто, допустим, те же там студенты могут принять участие? У нас просто есть желающие? студенты, у нас есть 3 или 4 студента, в основном у нас архитекторы, у нас 12 архитекторов, 3 IT-специалиста и 3 дизайнера, график-дизайнеров в том числе. И вот как строится их работа? Они работают
Да, они работают в двух группах, то есть две основные темы. Это два основных продукта, которые мы презентуем в конце хакатона. И в каждой группе есть 3 команды по 3 человека. Мария, ну давайте подробнее, да? Более 40 заявок, по-моему, было, да, если я не ошибаюсь, и участники уже приступили к делу. Да, ну мы привели, ну, хакатон называется архитектурный, но там, вот как Дарья сказала, только не только архитекторы, а именно веб-дизайнеры, дизайнеры, IT-программисты. И мы провели конкурсный отбор, куда отправляли наши участники свое резюме, портфолио, эссе, почему они там хотят принимать участие. А вообще какая основная, конечная цель вот этого хакатона? Что мы хотим получить? Ну вот конкретно, если по Дому дружбы народов, что мы там хотим увидеть? Мы хотим увидеть вообще потенциал этого здания. Мы хотим посмотреть, какие там несущие конструкции. То есть сейчас это здание, которое проектировалось в 70-е годы. Это такие закрытые помещения, это много коридоров. То есть оно работает сейчас на свою полную мощность в той планировке, которая сейчас есть. Но если сделать анализ вообще его потенциала этого здания, то его мощность можно увеличить. Иногда мы уже по своему опыту перепланировки дворцов культуры, иногда ее в разы можно увеличить. То есть если сейчас там занимается около 30 коллективов, то в дальнейшем там может прибавиться количество коллективов. Там могут появиться какие-то более неформальные пространства, в которых будет интересно, например, присутствовать молодежи и так далее, что-то более открытое, более светлое. То есть потенциал у здания всегда есть. Вопрос его проанализировать, оставить все то, что ценно, оставить всю историческую ценность этого здания. Там есть роскошные мозаики, витражи. То есть все это должно остаться, но в то же время нужно смотреть в будущее, чтобы это здание, оно было устойчивым, да, то есть чтобы оно было актуально и через 20 или через 30 лет, чтобы оно не устарело опять через 5 лет. Сколько времени вы себе отводите на эту работу и когда мы получим уже конечный результат? В субботу у нас уже финальная презентация, но те проекты, которые сейчас будут на презентации, это стратегия, это концепт, потому что за 5 дней сделать настоящий глубокий проект просто невозможно. Но эти проекты, они будут уже конкретизированы, продуманы, то есть в ближайшие месяцы их вполне можно уже дотянуть до настоящих проектов. Мария, я так понимаю, что по итогам какой-то еще и приз будет, да, этого хакатона? Да, приз будет поездка в Нидерланды, именно победившей команды. Но мы там будем смотреть еще личное участие, да, участников, потому что... Ну да, мы не оцениваем по квалификации участников, потому что они разного возраста, некоторые уже 10 лет практикуют, некоторые еще студенты. То есть мы не смотрим, кто из них более профессионален, мы смотрим, кто из них более активен и кто более раскрылся и помог другим участникам команды. То есть мы не смотрим по профессионализму, мы смотрим именно по вовлечению в процесс. То есть несколько будет вариантов, я так понимаю? Ну, не просто так поездка в Нидерланды, это будет образовательный практикум. Сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, после нее продолжим наш диалог. Спасибо. А мы продолжаем разговор с гостями нашей студии об архитектурном хакатоне, который проходит в эти дни в столице Якутии. И вопрос к Марии, а кто эксперт, это кто оценивает все эти работы и в последующем примет этот весь результат? Так как хакатон связан у нас с ДК Республики и с ДК Кулаковского, у нас есть эксперты из области, именно которые работающие в ДК, не только в ДК, да, именно эксперты из области архитектуры, предпринимательства, точка кипения тоже, да, инновации, айтишники. И они будут проводить еще лекции между... Да. Вот мы сказали о главном призе, это поездка в Нидерланды, а как будет выбираться победитель? Победителя будем выбирать мы с Дашей. По каким критериям? Ну вот, мы же сказали, что личное участие, которые будут проявлять себя, участники, как идеи какие-то, может быть. Активный должен. А что вас, Дарья, привело в Нидерланды? Учеба, потом работа. То
То есть я закончила Воронежский архитектурный факультет, но когда я заканчивала, в принципе, все по-другому выглядело в плане архитектуры. То есть сейчас вот есть такие вот, например, центры компетенций, да, сейчас очень много воркшопов. 13 лет назад, когда я заканчивала, такого не было. То есть по окончании там был очень-очень маленький выбор, чем заниматься. Там, делать интерьеры, да, или идти работать в какую-то гигантскую проектную организацию, проектировать какие-то жилые комплексы. И ни то было неинтересно, и поэтому я решила просто учиться дальше и выбрала Амстердамскую архитектурную академию, где я сейчас преподаю уже. Я ее закончила и там уже преподаю. Да. Классно. Хотелось напомнить, что у нас сегодня в студии была Мария Скрябина, руководитель Центра компетенции по вопросам городской среды «Лето», и гостья из Нидерландов, архитектор, основатель Divine Architects Дарья Наугольнова. Мария, Дарья, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Спасибо, что поднялись этим утром. Пришли. Удачного проведения. Ждем результат вот таким, какой будет Дом культуры. Думаю. А сейчас мы продолжим с прогнозом погоды. Какая погода ожидает жителей республики? Итак, сегодня по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в центральных улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 32, минус 38 градусов. Днем ожидается минус 31, минус 39. В Заречных минус 30, минус 40 утром. Днем минус 28, минус 38 градусов. В Южных минус 24, минус 30. Днем минус 22, минус 23. В Вилюйских минус 21, минус 31 утром. Днем минус 21, минус 25. В Нижнеленских минус 33 утром. Днем минус 30, минус 31. В Западных минус 20, минус 28 утром, днем до минус 19, минус 24 градусов. В Колымайдигирских минус 28, минус 37 утром, днем минус 27, минус 37. В Янских минус 28, минус 35 утром, днем минус 31, минус 35 градусов. На северо-западе минус 29, минус 38 утром, днем ожидается минус 28, местами минус 37. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 38 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 1,3 метра в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 33, минус 35 градусов. Вот, не знаю, может быть, у меня создается такое впечатление, но, по крайней мере, с каждым днем чуть-чуть, но теплее становится. То ли к весне приближаемся, то ли к ветреному февралю. И пока крещенскими морозами особо не пахнет. Хотя, если честно, в прошлом году именно под крещение такие были морозцы. Потом опять оттепель и карантин тогда был достаточно длительный, на 3 недели, по-моему, бедные дети не учились. И, хотя, насколько они бедные, да. Очень надеемся, что карантина больше не предвидится в нашем регионе. Рада зачитать сообщение еще, которое пришло к нам не по WhatsApp, а по СМС. Сердечно поздравляем Ольгу Константиновну Бурнашову с золотым юбилеем. Желаем всего доброго, здоровья, благополучия, счастья. Ирина Афанасьевна подписалась, а мы присоединяемся. Да, поздравляем с юбилеем и продолжаем эфир. Электронный литературный журнал «Литера» начал свою работу. Его создателями стали якутские писатели и публицисты Владимир Федоров, Николай Лугинов, Елена Степановна. «Литера» приглашает на своей странице талантливых поэтов, прозаиков, публицистов и обозревателей. Подробнее об этой интернет-платформе комментирует главный редактор издания Владимир Федоров. Можно сказать, что у этого проекта было 2 отправные точки. Первое – это то, что я почти 10 лет проработал в Москве, где был главным редактором общеписательской литературной газеты. И, конечно, за это время у нашей редакции наработалось очень много творческих связей с авторами и в России, и за рубежом, и в регионах, которые бы не хотелось терять. И второе, когда-то, почти 10 лет назад, я выступал в Якутске инициатором создания бумажной газеты, бумажного издания для писателей и работников культуры. И оно называлось точно так же «Литера», как сегодня называется наш электронный журнал. И вот как бы 2 эти линии сошлись, и создалось такое
издание. И я хочу, конечно, поблагодарить Николая Алексеевича Лугинова, нашего народного писателя, Академию духовности, которые поддержали нас в этом проекте. Поблагодарить Елену Степанову, которая тоже была одним из инициаторов этого проекта. И сказать о том, что у нас уже сегодня в качестве наших информационных партнеров выступили Национальная библиотека, Ассоциация писателей Якутии, та же Академия духовности, ну и, конечно, очень многие российские издания. Поэтому я приглашаю всех якутян присоединиться к этой нашей дружной литературной кампании. Мы продолжаем наш эфир. Есть еще сообщение. Да, которое опять же пришло к нам по СМС. Где-то интернета, возможно, нет. Да, ну желательно отправлять на WhatsApp, конечно. Поздравляем любимую жену Слепцову Екатерину Николаевну с днем рождения. Желаю крепкого здоровья. Сегодня у нас 35 лет совместной жизни. И я желаю, чтобы так же дружно жили до бриллиантовой свадьбы. Люблю, целую и крепко обнимаю. С днем обняшки написали. Да, обняшки. Здорово, так приятно. И золотой юбилей, и годовщина свадьбы. Все это отправляется через экраны в виде поздравлений. Еще сообщение, которое приходит уже к нам на WhatsApp. Обнимаем, целуем единственного внука Колесова Мирона. Сильно скучаем, любим. Бабушка и дедушка из Татты отправили сообщение. А также доброе утро. Хочу поздравить Валерия Альберта Жмышенко с 50-летием. Альбертовича, наверное, хотели сказать. Альбертович, да. Сплошные юбилеи сегодня. Доброе утро. Поздравляю всех с днем объятий. Желаю в наступившем 20-м больше улыбок, много объятий, отличных оценок, взаимоуважения. Такое сообщение. Также с днем объятий просто написали. Там скинули фотографию. Нас обнимают. Даже да. О, спасибо. Сейчас скачаем. Ага. Доброе утро, с новым днем, всем удачного дня. Хочу поздравить мужа с прошедшим днем рождения. Он родился 19 января на крещение. Такое совпадение очень редкое. Да, как мужа-то зовут, не написали. Действительно редко. А вот как раз скачала фотографию. Видно, не видно. Можно приблизить. В общем, обнимают нас телезрители, мы вас тоже в свою очередь обнимаем. Еще одно сообщение пришло. Дорогую нашу любимую маму, бабушку Анну Алексеевну Евловскую, жительницу села Алика-Кёль Среднеколымского улуса, сердечно поздравляем с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, радости, оставайся такой же позитивной, молодой, веселой. Мы тебя очень любим и обнимаем. Твои дети, зятья, невестка, внуки и правнучка. Да, вот это говорит о большой географии просмотра. И еще одно. С днем объятий поздравляют Полину. Ну, хорошо, отлично. И вот, продолжая тему географии, перемещаемся в Хангаласский улус, где школьники соревновались в ловкости рук, быстроте реакции. На базе Покровской средней школы номер 1 состоялся турнир по национальным настольным играм Хабылык и Хамыска среди учащихся с 1 по 6 класс. Тему продолжит Виолетта Засимова. Якутские настольные игры имеют глубокие корни. Они были широко распространены еще с 16-18 веков. Правда, в прошлом столетии интерес к ним несколько спал. Сейчас национальные настольные игры, такие как Хабылык, Лучинки и Хамыска, Камешки, претерпевают новый виток популярности. В средней школе номер 1 города Покровска турнир среди учащихся по данным видам настольных игр проводится 3-й год. Учредил его директор школы, известный виртуоз-хамусист Спиридон Шишигин. Наши предки не зря такие игры придумали, я думаю, потому что когда играешь на эти игры, развивается ум, быстрота, и ловкость рук. И вообще, когда играешь в эти игры, все мышцы человека участвуют. Турнир носил лично командный характер. Первоклассники соревновались отдельно от старших ребят. Команды первоклассников состояли из 3 мальчиков, 3 девочек, 1 классного руководителя и 2 родителей. Состав команды учащихся со 2 по 6 класс – 2 мальчика и 2 девочки. Всего в турнире приняло участие 78 человек. Я сам занимаюсь национальными настольными играми Хабылык-Хамыска. Несколько республиканских турниров я выигрывал.
ну, пока мастер спорта не добился, да, а так хорошо, нормально играю. Вот поэтому сам я занимаюсь, с меня берут пример. И сперва начал сын играть, сейчас он нынче в 5 классе учится. Ну, дети все играют. Вот младшая дочка с этого года только начинает, чуть-чуть начинает играть. Каждый игрок в течение 2 минут должен был продемонстрировать ловкость рук отдельно по хамыска и отдельно по хабылык. Я люблю настольные игры, потому что они очень увлекательные и образованные. Образованные, потому что это хабылык хамыска увлекает ум. Я еще занимаюсь в масс-рестлинге, и оно позволяет, и оно дает ловкость пальца. Итого, среди первоклассников победу одержала дружная команда 1 Б-класса. Среди 2-4 классов команда 4 А-класса. Среди 5-6 классов команда 5 А-класса. В личном первенстве среди первоклассников не было равных Аялу Иванову и Саяне Михайловой. Среди родителей и учителей Альберту Михайлову. Среди 2-4 классов Айталу Иванову и Саяне Еремеевой. Среди 5-6 классов Далуну Михайлову и Даяне Николаевой. Специально для «Нового дня» Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Классно, такая ловкость в руках. Раз я тоже вот так хочу научиться. Надеюсь, когда-нибудь получится. Наша программа подходит на сегодня к концу. Напомним, сегодня день объятий. Не забудьте поздравить и обнять своих самых близких, самых друзей, да даже незнакомых. Просто обнимайтесь.